Было это или не было, трусливые или смелые, были волки бегунами, были лисы поварами, ворон был советчиком, воробей — наведчиком. Жили в давние времена дыхканин по имени Туляган и его жена Башарат. Туляган выращивал пшеницу на взятой в аренду у богача Муштумбая земле, отдавал ему за это 3/4 урожая, а скудные остатки приносил домой. На бедность свою они не сетовали, жили поддерживая и любя друг друга. Одно только их огорчало — не было у них детей. И вот однажды сбылась самая заветная мечта Тулягана и Башарат. Родился у них сын, но такой крохотный, что родители назвали его Наход Горошина. Рос мальчик веселым, рассудительным, крепким, рос не по дням, а по часам. Уже через несколько дней после рождения Наход сноровисто помогал маме выполнять всю работу по дому. Доил корову, подметал двор, рубил дрова. Силы в нем было столько, что не у всякого взрослого есть. Поэтому родители и соседи стали называть мальчика Наход-Полван, что означало «горошинка-богатырь». Как-то Башарат слегка приболела. Наход-Полван заботливо уложил в постель маму, привел в порядок дом, приготовил в очаге такой ароматный и вкусный плов, какого даже бухарский эмир наверняка никогда не ел, и говорит: «Мамочка, я быстренько сбегаю к папе в поле, отнесу ему горшочек с едой. Вы за меня совершенно не беспокойтесь. Побегу быстрее ветра и сразу домой вернусь. Хорошо?» Наполнив горшочек горячим рассыпчатым пловом, аккуратно прикрыв его парой лепешек, плотно завязав все в узелок и пристроив горшочек на голове, помчался Наход-Полван в поле. Смотрят односельчане и удивляются, что такое. Сам по себе несется по улочке узелок с пловом и песенки распевает. Примчался Наход-Полван в поле, быстро накрыл скатерть с обедом для отца, усадил его пообедать, а самому не сидится, все ему интересно. Отправился Наход-Полван к быкам, запряженный в амач, взобрался старшему быку на голову и говорит: «Дядюшка бык, дядюшка бык, пока папа отдыхает, можно я с вами поле продолжу пахать, хорошо?» Быки головами покивали, поле вспахали так быстро, борозда за бороздой, что у Тулягана даже в глазах зарябило. Управившись с работой, отправились радостно Туляган и Наход-Полван домой пораньше. Ох, много же дел накопилось по дому. Вдвоем любое дело идет быстрее и веселее. Поможешь мне? Нужно наколоть дров и сложить их в поленницу.